тщательно уничтожала то, что не касалось, собственно, так скажем, советской истории, да, новой истории. Поэтому вот то, о чем я буду рассказывать, оно представлено визуально еще хуже даже, чем только маленький сегмент, да, маленькая часть. И чуть-чуть, может быть, расскажу о национальности. Все уже как бы устали, всем немножечко схлынуло настроение, и уже последующие вопросы, они обсуждались не так жарко, и дебаты были не такими. Помимо этого, конечно, можно вернемся. Осетин. Там небольшая группа Осетин, они мусульмане. А Царик, насколько я знаю, был меньшевик, а следующий его оппонент, он в какой партии? Он был мусаватист. Мусават, партия Мусават, это азербайджанская партия федералистов, национальная партия, да. Да, Цариков был меньшевик, но, вы смотрите, меньшевики, вообще социал-демократы, большевики, они были унитаристами, да, в то время. И поэтому как бы они отстаивали эту позицию. То есть здесь масса факторов. Здесь ведь у человека всегда бывает масса как бы причин, поводов, да, чтобы выбрать ту или иную позицию. И она не всегда зависит от национальной принадлежности. Есть политические взгляды, есть у них какие-то соображения. Да, вот я хотела бы только несколько из картинок, значит, выбрала. Вот президиум съезда, мы видим, да. Они, конечно, постарались президиум съезда составить так, чтобы были представлены все регионы, все социальные, профессиональные группы. И мы видим Ибрагим Ахтямов, это известный татарский адвокат из Уфы, представитель очень известной фамилии Ахтямовых, азербайджанин, лидер азербайджанского национального движения и Реми, Гаяз Исраки и Фуат Уктаров. Вот 4 человека, которые были очень активны, принимали участие от татар в работе этого съезда. Садры Муксуди, которого мы здесь видим, эта фотография сделана уже в эмиграции в Париже в 2020 году. Садры Муксуди, он в это время отсутствовал, он был в Средней Азии по там, делам разным, и поэтому он не принимал участие в работе этого съезда, но начиная со второго съезда он будет одним из активнейших участников. Можно вернуться еще? Да. Ну и одним из важнейших вопросов, в том числе для татар, в работе этого съезда стало избрание нового муфтия. Предыдущий муфтий Мухаммед Сафа Баязитов, который был назначен муфтием в 2015 году, он не пользовался уважением среди татарского, особенно населения, ну и вообще среди мусульман. И его назначение, оно состоялось вопреки пожеланиям общественности, поэтому как только февральская революция случилась, его тут же сместили. Более того, поместили его и весь муфтиат под домашний арест. И потом, конечно, у него была тяжелая жизнь, поскольку в 2017 году он там тщетно пытался устроиться куда-либо, но общественность протестовала, и она его как бы не принимала. Да? Но в 1937 году, как и многие представители мусульманского духовенства, он был репрессирован. И вот, поскольку муфтий был смещен, это место было вакантное, нужно было избрать нового муфтия. И впервые в истории мусульман России, то, что касается Волго-Уральского региона, так называемое Оренбургское Магометанское духовное собрание, был, значит, избран муфтием Галимджан Боруди с небольшим перевесом, но все-таки он был избран, и он был первым избранным муфтием, правда, недолго, в 2021 году, в декабре 2021 года, во время поездки в Москву, когда он занимался делами помощи голодающим Татарстана, ну, Поволжья, собственно, он и заболел, и скоропостижно умер. Вот это наш первый соперником был на выборах муфти? Кто его соперником был? Соперником там был, я сейчас не списала, там был Муса Пикиев, он набрал, правда, меньше голосов. Там был Хасан Катагбаши тоже, он тоже набрал меньше. А тот ближайший соперник, один из братьев Губин. Вот. 5 человек было кандидатов, и победил, так скажем, Галимджан Боруди. Ну, может, пойдем дальше, да? А можно вопрос? Да. Природа. Баязитов, он, пока останемся здесь. Он не пользовался авторитетом и влиянием абсолютно, и его поддержка базировалась на связях в верхах. Да, он использовал очень сильно административный ресурс, он использовал, может быть, отчасти связи, которые были у его отца, Атаулы Баязитова. Атаула Баязитов консервативный человек, да, очень, да, и тоже он был в числе консервативного крыла духовенства, но он был лично авторитетен, да, понимаете, как
знаток, как духовное лицо, как богослов, теолог и так далее. Его сын, к сожалению, такими качествами не обладал, таким авторитетом не имел, но вот благодаря этому административному ресурсу он был избран, даже не избран, неправильно, назначен, он был навязан, и поэтому, как бы, может быть, это не лично его была вина, понимаете, а это вина, как бы, вот всей этой ситуации. Но он олицетворял собой вот этот ненавистный прежний режим, который был, и поэтому его сразу сместили. Здесь и его какие-то, может быть, не те качества, которые должны были быть, да, вот, они очень хотели, чтобы был Боруди. И там две кандидатуры. Второй кандидат был. Человек вроде бы не религиозный в таком смысле, а тем не менее он вот пользовался авторитетом. Мухаммади еще, по-моему, да? Боруди Мухаммади же был... Боруди, да, он возглавлял Мухаммадия. Имеется в виду, за счет чего он был авторитетом? За счет чего? Ну, за счет, во-первых, своих знаний, личных качеств, большого количества учеников, последователей. Он был нашбандитским шейхом, да, он был представителем суфийского братства. Он возглавлял очень долгие годы медресе, да, крупное, самое крупное в Казани религиозное учебное заведение. У него были личные хорошие отношения с представителями духовенства, из официального, да, вот этих структур. То есть здесь целый комплекс. И он занимал такую осторожную срединную. То есть он как бы и удовлетворял и крайне правых, так скажем, и более таких радикальных, да, часть духовных лиц или общественности. Поэтому нельзя сказать, нет одной причины, по которой человек становится авторитетом или нет. Можно тоже в контексте, да, как раз потому что слово личное, да? Может быть, немножко посвятите по поводу Баязитова и Боруди. А каким родам они принадлежали, то есть по происхождению? Откуда они были? Баязитов из касимовских татар, и он в молодости был приглашен в Петроград именно как представитель касимовских татар, поскольку в Петрограде всегда, в Петербурге тогда, всегда была очень сильна община касимовских татар, да? И вот она его пригласила в качестве имама, и он там стал ее имамом. Это обычная крестьянская семья, но, понятное дело, его предки тоже были духовными лицами, да, практически они все были, да, редко кто из другого сословия в эту группу входил. Но вот он как-то сумел закрепиться, да, в Петрограде. Это Баязитов. Баязитов. Да, Боруди, Галеевы, семья достаточно известна, там очень много представителей купечества, казанский род, да, казанский. Фактор, вы сказали, Тариката Накшбанди, он действительно влиял, играл роль, да, вот во всех этих... Конечно, у них больше мюридов, у них больше последователей, и круг их, как бы, почитателей, последователей значительный, безусловно. У них были какие-то другие тарикаты, или мы только вот назвали? Ну, тогда в основном примыкали к Накшбанди. Были чуть-чуть Ясавия, но не так сильно. Но это мы сейчас совсем с вами другую степень помним, да? Да, вернемся к... Собственно, я не стала делать, то есть я не смогла найти, вот под руками у меня не было фотографий, касающихся других съездов. Давай тогда вернемся к самому первому, да, где вот эти съезды. То есть здесь... Рекламный факт. Да. Самый... Нет, самый свежий. Без списочек идет. Два слова, да? Значит, итак, вот самый значительный такой, самый мероприятие, это Всероссийский мусульманский съезд первый. Потом летом, как в продолжение этого съезда, в Казани состоялось 3 мероприятия, да, о которых я сказала. Второй Всероссийский съезд, он был как бы продолжение первого, идейное объявление культурно-национальной автономии. И здесь уже на первой позиции выходят, во-первых, татары. Здесь меньше, там были делегаты из окраин, но не так много. Общее количество участников тоже было гораздо меньше, где-то примерно 2-3 сотни, ну, около 3 сотен, да, делегатов. И в основном вопрос о принятии культурно-национальной автономии. И одни из лидирующих позиций играют Садрымов Сергей и, так скажем, его компания и это течение, да. Помимо этого, значит, состоялось 2 съезда: Всероссийский мусульманский съезд духовенства и съезд воинов-мусульман. Они, помимо своих собственных вопросов, они решали и общие. И вот на объединенном заседании этих 3 съездов 22 июля была провозглашена очень торжественно культурно-национальная автономия.
и началась работа. Тоже И тоже было, да, летом 17 года, 100 лет назад, это очень важный съезд, это очень подробно описано в газетах того времени, это как бы, тогда люди, которые стояли у истоков этого движения, казалось, что это новая страница открывается. Не знали они, что через пару месяцев придет новая власть, которая все сметет, да? Поэтому мы часто предполагаем одно, а жизнь, она расставляет совсем иначе акценты. И, наконец, следующее важное событие, о котором я хотела сказать, национальное собрание Милләт Мәҗлесе. Оно было организовано, созвано руководителями Второго Всероссийского съезда как продолжение именно для реализации вот идей культурно-национальной автономии, для объявления культурно-национальной автономии тюрко-татар, то есть татар и башкир в основном, в Волго-Уральском регионе. Но видите, оно уже у нас было создано в ноябре, декабре, январь месяц, да, то есть это время, когда уже совершилась Октябрьская революция, когда установилась советская власть, и самое главное, к концу 2017 года уже федералистские настроения в стране, автономистские настроения очень сильные, то есть окраины уже вовсю объявляют или стремятся объявить свою автономию. И поэтому татарские национальные лидеры, они тоже вынуждены были скорректировать свои позиции и как-то уже в соответствии с теми настроениями, которые преобладают. И поэтому национальное собрание, оно с одной стороны как бы дальше продолжало дела, связанные с культурно-национальной автономией, но в основном оно уже известно тем, что обсуждается проект штата и де-юра, то есть территориальной автономии. И впервые на нем было объявлено о том, что помимо культурно-национальной автономии еще и необходима такая обычная автономия, территориальная автономия. Национальное собрание тоже очень подробно освещалось в газетах, в печати, протоколы все фиксировались и опубликовывались целые газетные страницы. Известно, что они даже сделали как бы альбом фотографический, но, к сожалению, он не сохранился, мы о нем знаем только вот по сообщениям. А было бы очень интересно посмотреть. Только одна фотография есть, она хранится, кстати, в Национальном архиве, фотокопия, да, предоставленная сыном одного из участников этого национального движения, где там сидит группа, но только часть. Всего в национальном собрании принимало участие около 100 человек, чуть больше 100 человек, ну, работало примерно 90-95 постоянно. Это были делегаты, которые были избраны уже, не просто их там посылали с места кто как хотел, а там на места были отправлены определенные квоты, там от 25, от 50 тысяч человек, один делегат. Среди, конечно, участников, организаторов национального собрания ведущую роль играл Садры Максуди как председатель собрания, Раяз Исхаки как один из лидеров фракции тюркистов, и Беньямин Ахтямов как один из лидеров, там тоже направления, Гринджан Шараф, ну и там еще есть Гринджан Ибрагимов тоже принимал участие и так далее, и так далее. Много важных решений они приняли, вот в основном, конечно, то, что касалось, как я сказала, культурно-национальной автономии, и самое главное, это провозглашение уже территориальной автономии будущего штата и де-юра. И потом, после того, как национальное собрание завершило свою работу, часть его делегатов и организаторов во главе с Ильясом Алкиным, они переехали в Казань, чтобы уже готовить второй Всероссийский съезд воинов-мусульман, и уже как бы инициатива по разглашению штата и де-юра, она была перенесена из Уфы в Казань, и в Казань стала плацдармом вот этой будущей возможной территориальной автономии. Но я думаю, что я на этом остановлюсь, поскольку 18-й год, мы как бы изначально планируем только 17-й год. И если будут какие-то вопросы, с удовольствием, да, отвечу, но, у меня еще там была вторая часть, давайте, да. Я смотрел. Немножечко о газетах, только я буквально вот, да. Значит, смотрите, татарская пресса, мы всегда говорим о татарская печать, она, к сожалению, изучена не так хорошо, как хотелось бы, но она представляет собой бесценный, конечно, вклад и в количественном, и в качественном отношении. Ну, во-первых, вот здесь я привела данные о том, сколько было в 5-17 годах. Да? Вот мы видим, что татарская пресса, хотя она самая последняя появилась,
из всех тюркоязычных периодических изданий. То есть узбекское, на узбекском языке раньше, на азербайджанском раньше, на крымско-татарском, да, Каспинский получил раньше, с 80-х годов еще. А вот татары только в 5-м году получили официальное разрешение издавать газеты, и у них сразу огромное количество изданий появляется. И с 5 по 17 год 76 изданий, тогда, когда на азербайджанском только 64, на узбекском 14 и так далее, на крымско-татарском 7. То есть мы видим, активность такую публикаторскую, издательскую была большая. Дальше идем. А вот уже в 17 году новый всплеск, поскольку если до 17 года там действовала цензура, запреты, еще дальше. К 17 году только 17 изданий продолжалось существовать, а уже вот с февраля 17 по апрель 18, то есть буквально за чуть более год, да, 14 месяцев, выходило более 100 изданий, 80 газет, 23 журнала, из них только 17 имели до февральскую, так бэкграунд, а остальные уже все были новые. То есть такой публикаторский всплеск. Очень много было разных изданий, причем кто только не издавал. Да? И общие такие национальные были издания, и специализированные там экономические, и женские были, и учителя. Сатиры, кстати, в 17 году почти не было. Новых изданий сатирических практически не было. Нет. Вот были такие общественно-политические, женская, например, проблема была важна. Воины мусульмане очень много издавали, учителя издавали, то есть вот такие разные издания, там нет. Все, да? Можно вопрос? Да. Вот сегодня, например, да, печатные СМИ жалуются, что там цены на чернила повышаются, на бумагу, а вот эти вот, когда экономически нестабильные, там тоже все росло. А как, кто покупал, у кого были деньги? Кто издавал, наверное? Если мы берем дореволюционное, да, время, то вообще, в принципе, там тоже была ситуация плачевная, тяжелая, и все издатели жаловались, что очень тяжело и тяжко, да. Из многочисленных периодических изданий до 17 года прибыльными, то есть которые приносили доход, было буквально 2-3-4 издания максимум. Из них газета «Юлдус» казанская, которая издавалась Хадимом в суде, она была самая такая доходная, и у нее был максимум подписчиков, по-моему, около 6 тысяч, а обычно 3-4 тысячи. Она все печатала. Она печатала все, причем она печатала, публиковалась на языке казанских татар, то есть понятно для населения, публиковала те вещи, которые были понятны широкому читателю. Да? Чем уже круг, тем менее доходное издание любое. И почти не было среди татарских изданий те, которые финансировались государством, их не было, буквально 2-3 миссионерских издания, и в основном финансировались кем? Это или какие-то общественные группы, собираются как на товарищество, да, вот Яш, например, там товарищество торговое, оно как бы выдало деньги. Или это частные издания, их не так много, но были, например, самые знаменитые, газета «Вахот», которая издавалась братьями Рамеевыми, этими в Оренбурге, да, понятно, и она считалась, кстати, самой хорошей в плане типографии, возможностей, умения, возможности иметь корреспондентов, то есть богатый владелец, он мог себе позволить выделить часть своего капитала, да, сделать хорошее дело. Вот. И в содержательном плане это одна из лучших газет, безусловно. Если мы приходим к 17 году, то ситуация, конечно, становится еще более тяжелая, поскольку тогда очень большое количество изданий, которые издавались, особенно вот военными и так далее, они не продавались, они раздавались фактически, да, там и на фронте, если они издавались, раздавались, или там в городах тоже, особенно социалистические издания, все практически раздавались. Они финансировались вот теми объединениями, теми людьми, которые их делали, да, собственно. Ситуация была тяжелая и с газетой, и с бумагой, в смысле и с бумагой, и с типографскими услугами. И поэтому они очень недолго, многие из них существовали. Это были абсолютно недоходные мероприятия. То есть, получается... И потом там инфляция была очень сильная на протяжении 15, 16, 17 годов, поэтому вообще все архивы всех периодических изданий погибли. И мы не можем посмотреть как бы внутреннюю кухню, мы не знаем, да? Мы только по каким-то косвенным сведениям восстанавливаем эту
Да, а реклама взяла татарская? Была, всегда была, до революции была особенно. Иногда половину объема занимала, иногда четверть в лучшем случае. И это основной источник дохода, да. Но уже во время революции в 17 году тоже она, конечно, оставалась, но не так много было этого дохода. И одна из статей дохода, какая традиционно была, еще до революции и потом, на нижегородских ярмарках в августе они проходили ежегодно, там в Нижнем Новгороде и в других местах. Приезжали просто общественные разные деятели и ходили, называется, по купцам состоятельным и просили на разные общественные нужды. И таким образом собирали там то ли на содержание мечети, то ли на какой-то общественный проект, то ли еще на что-то. Ну да. Народный фонд, в общем. Да, народный фонд активно использовался всегда. Можно вот еще вопрос? Кружки собирали. Ну, кружечный сбор это был под какой-то определенный, там, например, помощь семьям воинов, погибших, еще что-то, да. Можно один вопрос насчет финансирования? Было, немножко рассказали про национальное собрание, но, насколько я помню, там у него тоже был внушительный бюджет, там около 2 миллионов рублей. Его каким образом татары собирали? Он может быть внушительный, кажется, на самом деле, с счет того, что инфляция была жуткая к концу 17 года, это была не такая большая сумма. Я знаю, что, например, купцы Яушевы, они очень большую сумму, так называемый национальный капитал, вложили, да? И другие купцы очень крупные, они вкладывали значительные средства. Ну и там суммы разнились, понимаете, от десятков тысяч до буквально пару сотен, в зависимости от вашего состояния капитала. Купцы в основном. Я слышал, что вот воспоминания говорят статично, что единственные прижимистыми татарами, которые вообще не выделили денег для национального собрания, это были сибирские татары, но из Сибири практически денег вообще не приходило. Может быть, я сейчас насчет этого... Но мне другие историки просто сказали. Ну да, возможно, да. Но это, знаете, всегда жалуются. Татары жалуются, что татары самые неактивные, самые прижимистые, самые так далее, да. Там другие народы, я читаю воспоминания крымских татар, они говорят, вот там татарские, казанские татары, они такие молодцы, а мы такие плохие, такие неактивные. Это всегда мы жалуемся. Нет, он именно писал про сибирских. Ну, может быть, да, все может быть. Знаете, что вот интересно, ладно, газеты и все остальное, вот военная часть, да, получается, военные мусульмане, это оружие, да, там казармы и все остальное. Я вот удивляюсь, это как партии они действовали? Нет. Потому что территориального образования нет, кто их содержал? Нет, это просто в 17 году была попытка создать национальные военные полки. Это была не татарская только инициатива, это была вообще общее движение. Мусульманская, да. И не только мусульманская, это была и украинские. Украинцы, они тоже создавали собственные свои украинские полки, да? И другие, поэтому вот мусульманские полки. Это была попытка заручиться поддержкой вот этих национальных таких, народов, чтобы они дальше воевали в Первой мировой войне. Да, скорее так же, наверное. Ну, не совсем. На самом деле, правительство эту инициативу не поддерживало, и оно не поощряло. И хотя разговор о том, что необходимо создавать национальные полки, они в 2015 году еще поднимались, но реально начали только после февраля 17 -го. То есть, когда власть сменилась, временное правительство, но оно тоже, знаете, так не очень хотело. Но оно просто, у него сил не было, да. Так, вопросы еще есть? Еще один вопрос, тоже, наверное, из сферы журналистики. А вот журналисты, когда писали там какие-то статьи, может, критические, может, расследования, были судебные разбирательства с изданиями, вот, среди журналистов? В 17 году почти не было. Ну, или вот с 5 по 17 год? До 17 года было достаточно много судебных дел, но в основном это было или дела о клевете, да, когда недостоверная информация какая-то, и кто-то подавал в суд по статье о дефамации, то есть клевета. Ну, их было не так много, но было. А в основном это судебные дела были связаны с тем, что цензура, она находила что-то непозволительное, и она как бы привлекали редакторов к судебной ответственности, там штраф налагали на них. Опять же, штраф наложили, необходимо обратиться к общественности, как сейчас, да, чтобы помогли эту сумму покрыть, потому что у газеты, у издания не было таких денег. Всегда. Проблема экстремизма. Нет, это экстремизм, на самом деле. Ну, я уж так, условно. Не надо так бросаться такими словами сейчас. А где предполагалось сделать столицу штата Белорал и в связи с чем он не состоялся? В основном, конечно, обсуждался вопрос об Уфе изначально.
да, но поскольку башкиры, да, они, конечно, много пунктов давали. Башкирская автономия изначально она рассматривалась с центром Златоусте, потом там они рассматривали Оренбург еще. Ну, в общем, они как бы, Уфа не была башкирским городом тогда. Там в основном проживали татары, да? Да, потому что башкиры это сельское население в основном было, а городское население, как бы, такое, особенно купцы, там прочее, это в основном татары, да? Поэтому татар в Уфе было больше гораздо, и она, Уфа рассматривалась как столица. Но потом, когда там понятно было, что не получится, инициатива была перенесена в центр в Казани. И уже вот в 2018 году в Казани в конце. А в связи с чем проект не состоялся? Это большая отдельная тема. Я вот, да, там много вопросов пошло по этим проектам. Мы делали, кому интересно, в общем, скинем информацию. Мы по этому поводу отдельно собирались в Музее государственности в Кремле. Рассказывали. Отдельно можете собирать. Самая такая доходная. И у нее был максимум подписчиков, по-моему, около 6 тысяч. А обычно 3-4 тысячи. Она все печатала. Она печатала все, причем она печатала, публиковалась на языке казанских татар, то есть понятно для населения, публиковала те вещи, которые были понятны широкому читателю. Да? Чем уже круг, тем менее доходное издание любое. И почти не было среди татарских изданий те, которые финансировались государством. Их не было, буквально 2-3 миссионерских издания. И в основном финансировались кем? Это или какие-то общественные группы, ну, собираются как товарищество, да, вот Яш, например. Там товарищество торговое, оно как бы выделило деньги. Или это частные издания, их не так много, но были. Ну, например, самые знаменитые газета «Вахот», которая издавалась братьями Рамеевыми, этими в Оренбурге, да, понятно, и она считалась, кстати, самой хорошей в плане типографии, возможностей, умения, возможности иметь корреспондентов. То есть богатый владелец, он мог себе позволить выделить часть своего капитала, да, сделать хорошее дело. Вот. И в содержательном плане это одна из лучших газет, безусловно. Если мы приходим к 2017 году, то ситуация, конечно, становится еще более тяжелая, поскольку тогда очень большое количество изданий, которые издавались, особенно вот военными и так далее, они не продавались, они раздавались фактически, да, там и на фронте, если они издавались, раздавались, или там в городах тоже, особенно социалистические издания, все практически раздавались. Они финансировались вот теми объединениями, теми людьми, которые их делали, да, собственно. Ситуация была тяжелая и с газетой, и с бумагой, в смысле и с бумагой, и с типографскими услугами. И поэтому они, в общем, недолго многие из них существовали. Это были абсолютно недоходные мероприятия. Ну, то есть, получается... Ну и потом там инфляция была очень сильная на протяжении вот 15, 16, 17 годов, поэтому вообще все архивы всех периодических изданий погибли. И мы не можем посмотреть как бы внутреннюю кухню, мы не знаем, да? Мы только по каким-то косвенным сведениям восстанавливаем эту... Да, а реклама была татарская? Была, всегда была, до революции была особенно. Иногда половину объема занимала, иногда четверть в лучшем случае. И это основной источник дохода, да. Но уже во время революции в 2017 году тоже она, конечно, оставалась, но не так много было этого дохода. И одна из статей дохода, какая традиционно была, еще до революции и потом, на нижегородских ярмарках в августе они проходили ежегодно, там в Нижнем Новгороде и в других местах. Приезжали просто общественные разные деятели и ходили, называется, по купцам состоятельным и просили на разные общественные нужды. И таким образом собирали там то ли на содержание мечети, то ли на какой-то общественный проект, то ли еще на что-то. Ну да. Народный фонд, в общем. Да, народный фонд активно использовался всегда. Можно вот еще вопрос? Кружки собирали. Ну, кружечный сбор это был под какой-то определенный, там, например, помощь семьям воинов, погибших, еще что-то, да. Можно один вопрос насчет финансирования? Было, немножко рассказали про национальное собрание, но, насколько я помню, там у него тоже был внушительный бюджет, там около 2 миллионов рублей. Его каким образом ну, это, знаете, собирали? Он может быть внушительный, кажется, на самом деле,
счет того, что инфляция была жуткая к концу 2017 года, это была не такая большая сумма. Я знаю, что, например, купцы Яушевы, они очень большую сумму, так называемый национальный капитал, вложили, да? И другие купцы очень крупные, они вкладывали значительные средства. Ну и там суммы разнились, понимаете, от десятков тысяч до буквально пару сотен. В зависимости от вашего состояния капитала. Купцы в основном. Я слышал, что вот воспоминания говорят статично, что единственные прижимистыми татарами, которые вообще не выделили денег для национального собрания, это были сибирские татары. Но из Сибири практически денег вообще не приходило. Может быть, я сейчас насчет этого... Но мне другие историки просто сказали. Ну да, возможно, да. Но это, знаете, всегда... То есть это татары жалуются, что татары самые неактивные, самые прижимистые, самые так далее, да? Там другие народы, я читаю воспоминания крымских татар, они говорят, вот там татарские, казанские татары, они такие молодцы, а мы такие плохие, такие неактивные. Это всегда мы жалуемся. Нет, он именно писал про сибирских. Ну, может быть, да, все может быть. Знаете, что это вот интересно, ладно, газеты и все остальное, вот военная часть, да, получается, военные мусульмане, это оружие, да, там казармы и все остальное. Я вот удивляюсь, это как партии они действовали? Нет. Потому что территориального образования нет, кто их содержал? Нет, это просто в 2017 году была попытка создать национальные военные полки. Это была не татарская только инициатива, это была вообще общее движение. Мусульманская, да. И не только мусульманская, это была и украинские. Украинцы, они тоже создавали собственные свои украинские полки, да? И другие, поэтому вот мусульманские полки. Это была попытка заручиться поддержкой вот этих национальных таких, народов, чтобы они дальше воевали в Первой мировой войне. Да, скорее так же, наверное. Ну, не совсем. На самом деле, правительство эту инициативу не поддерживало, и оно не поощряло. И хотя разговор о том, что необходимо создавать национальные полки, они в 2015 году еще поднимались, но реально начали только после февраля 2017. То есть, когда власть сменилась, временное правительство, но оно тоже, знаете, так не очень хотело. Но оно просто, у него сил не было, да. Так, вопросы еще есть? Еще один вопрос, тоже, наверное, из сферы журналистики. А вот журналисты, когда писали там какие-то статьи, может, критические, может, были судебные разбирательства с изданиями, вот, среди журналистов? В 2017 году? Почти не было. Ну, или вот с 5 по 17 год? До 2017 года было достаточно много судебных дел, но в основном это было или дела о клевете, да, когда недостоверная информация какая-то, и кто-то подавал в суд по статье о дефамации, то есть клевета. Ну, их было не так много, но было. А в основном это судебные дела были связаны с тем, что цензура, она находила что-то непозволительное, и она как бы привлекали редакторов к судебной ответственности, там штраф налагали на них. Опять же, штраф наложили, необходимо обратиться к общественности, как сейчас, да, чтобы помогли эту сумму покрыть, потому что у газеты, у издания не было таких денег. Всегда. Проблема экстремизма. Да, вот нет, это экстремизм, на самом деле. Ну, я уж так, условно. Не надо так бросаться такими словами сейчас. А где предполагалось сделать столицу штата Белюрал, и в связи с чем он не состоялся? В основном, конечно, обсуждался вопрос об Уфе изначально. Да, но поскольку башкиры, да, они, конечно, на Уфу не претендовали. Башкирская автономия изначально она рассматривалась с центром в Златоусте, потом там они рассматривали Оренбург еще. Ну, в общем, они как бы, Уфа не была башкирским городом тогда. Там в основном проживали татары, да? Да, потому что Башкирия это сельское население в основном было, а городское население, как бы, это такое, особенно купцы, там прочее, это в основном татары, да? Поэтому татар в Уфе было больше гораздо, и она, Уфа рассматривалась как столица. Но потом, когда там понятно было, что не получится, инициатива была перенесена в центр в Казани.